Сегодня в век цифровизации, несмотря на то, что очень много возможностей появилось для использования и грамотного использования финансовых продуктов, столько же возможностей появляется у мошенников, которые хотят добиться того, чтобы мы под маской финансовых продуктов перевели деньги не на свое благо, а именно им на мошеннические цели. Поэтому я призываю всех быть немножечко параноиками и фильтровать информацию, очень хорошо продумывать любое действие, связанное с вашими личными финансами. Помните, что те люди, которые с вами контактируют, могут выдавать себя за кого угодно, и нужно с здоровым скепсисом относиться к любой просьбе о переводе, об использовании финансового продукта, о любой транзакции, и тем более, если вас заставляют это сделать быстро, угрожают, ставят какие-то рамки или условия, это первый звоночек того, что здесь что-то не так. Второй звоночек – это когда вам предлагают слишком уж хорошие позитивные условия. Не бывает безрисковых инвестиций с огромной доходностью, не бывает каких-то безрисковых проектов, которые предлагают минимальные вложения и отсутствие каких-то действий от вас. Поэтому относитесь ко всему со здоровым скепсисом, будьте финансово грамотными и изучайте цифровые финансовые продукты. В 2024 году был открыт антифрод-центр на базе Национальной платежной корпорации. За это время было зарегистрировано более 120 тысяч инцидентов. 90 тысяч из них связаны именно с мошенничеством. Есть топ-5 схем мошенничества. Это телефонный звонок, это фиктивные магазины, это лжеинвестирование, мошенничество в социальных сетях и кредитное мошенничество. Вот эти топ-5 занимают порядка 80% всего мошенничества в целом в Казахстане. Но благодаря деятельности антифрод-центра, благодаря согласованной деятельности финансовых структур, то есть это банки, микрофины, финтех и правоохранительных органов, удалось вернуть уже порядка 500 миллионов тенге и заблокировать порядка 3 миллиардов тенге мошеннических операций. Сейчас есть отличная теоретическая возможность возврата практически любого цифрового перевода до тех пор, пока он остается в цифровом поле. Как только происходит так называемый кэш-аут, становится гораздо сложнее это сделать. Поэтому чем быстрее вы отреагируете на факт мошенничества, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы, необходимо сразу обратиться в свою финансовую организацию, заблокировать все счета, постараться заблокировать все переводы. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на возврат. Банки не выдают данные банковского счета мошенникам. Более того, абсолютно все мошеннические операции, к сожалению, производятся людьми самостоятельно после прохождения биометрии. То есть сам зашел, сам прошел, сам кнопочки нажал. Фишка в том, что теперь эти операции можно отследить, а антифрод-центр еще и предиктивную модель внедрил, которая позволяет на раннем этапе предотвратить и, возможно, заморозить средства. Вот порядка 3 миллиардов было заморожено. Добрый день, уважаемые граждане. Я представляю департамент полиции города Алматы, а именно управление по противодействию киберпреступностью. И хочу призвать наших граждан, чтобы не переводили, не совершали переводы по инициативе третьих лиц, не передавали свои личные кабинеты третьим лицам во избежание факта дроперства.